Добрый вечер. Вы смотрите «Якутия в деталях». С вами Сергей Михедов. Государственный академический русский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина. Старейший театр на Дальнем Востоке и по праву является достоянием нашей республики и страны. Каждая премьера в театре – это большое событие в культурной жизни Якутии. И сегодня в гостях программы «Якутия в деталях» директор и художественный руководитель Русского драматического театра Александр Лобанов. Добрый вечер, Александр Александрович. Добрый вечер. Ну и первый вопрос. В сентябре этого года после выборов произошли кадровые изменения в команде главы Якутии. В том числе сменился и министр культуры и духовного развития региона. Сейчас эту должность занимает Афанасий Ноев. Вот какие изменения ждут культурное сообщество и какие задачи поставил перед вами Афанасий Иванович? Ну, вы знаете, задачи у нас все те же. Все-таки мы отрасль культуры, своего рода инструмент в руках руководства страны в целом, да. И я думаю, что задачи у нас не меняются, они все те же. Конечно же, это и патриотическая составляющая, и образование. Образовательную часть мы тоже, как тот же самый инструмент должны вести. Это у нас постоянно, то, что у нас в репертуаре те самые спектакли, которые должны быть интересны и подрастающему поколению в том числе. Это всегда было, есть и будет. Это неизменимая такая вот повестка именно репертуарного плана, по-моему, в любом театре должна она быть. Вот. То, что касается в целом развития, ну, конечно же, это техническая составляющая, это развитие в целом полностью по отрасли, не только среди театрально-зрелищных учреждений. Я думаю, что курс все равно, он уже давно задан. Мы просто, главное, с него не сворачивать, идти своей дорогой. И слава богу, то, что у Афанасия Ивановича есть как раз очень хороший задел. В свое время он уже был при культуре, он был замом министра какое-то время при Андрея Исаевиче Борисове. Вот. Ну и мало того, он довольно-таки опытный чиновник, за плечами хороший багаж такой золотой фактически. И самое главное, он с пониманием относится к отрасли, к учреждениям, как с профессиональной точки зрения, как специфики. Это самое главное на сегодняшний день, потому что, конечно же, очень сложно работать с случайными людьми, но, слава богу, у нас как-то это все обходит стороной, и вот у нас все время как-то все-таки у руля профессионала своего дела. Я надеюсь, что мы и в дальнейшем тоже будем работать в правильном направлении, ну, а время уже покажет, как это будет. Задать вопрос гостю программы можно в прямом эфире по телефону 42 14 39, ну или по номеру горячей линии в мессенджере Telegram +7 914 235 05 02. Также вы можете задать вопрос через наше мобильное приложение. Чтобы скачать его, достаточно отсканировать QR-код, который вы сейчас видите на экране. Ну, 1 декабря в Русском театре состоится премьера спектакля «Как Миша Бальзаминов за счастьем ходил» по пьесе Александра Островского. Расскажите о премьере, почему выбор пал именно на этот материал. Ну, безусловно, то, что, во-первых, юбилейный сезон Островского, конечно же, мы не могли обойти стороной это событие. И в конечном итоге все-таки нам, вот, надеюсь, что все-таки все сложится и удастся сделать еще один хороший спектакль, пополнить наш репертуар. Да, как Миша Бальзаминов за счастьем ходил, искал. Это инсценировка именно по 3 пьесам о Бальзаминове Островского. Чем она интересна? Ну, хотя бы тем, что в этой трактовке у нас на сцене находится 8 актрис и 1 актер. Тот самый Миша Бальзаминов. Вот, то есть именно по части вот меня как худрука театра, конечно же, это такой кладезь, потому что в большинстве своем пьесы, они все-таки населены больше мужчинами, актерами, нежели женщинами. И возможность дать для актрис сразу 8 ролей, это, конечно же, это уникальный случай, и мы сразу же просто вот воспользовались этим моментом.
Вот. Мало того, материал сам по себе он очень хорошо прописан, он очень, ну, понятно, что он известный, он и интересный. Для актрис тут просто море всего, что можно попробовать, и в итоге, я думаю, то, что у всех появятся очень хорошие образы, они сыграют своих достойных героинь всех. Вот. Я очень надеюсь, что именно вот 1 декабря мы сделаем такой хороший подарок для наших зрителей. Всех, конечно же, мы очень рады всегда видеть, и тем более, если смотреть последнее время, у нас очень такой серьезный поток зрительского интереса. То, что сказать, что у нас полные залы, нет ничего не сказать, у нас аншлаги в последнее время идут. Конечно же, это заслуга, я думаю, не только коллектива, но и тех самых наших завсегдатаев, наших зрителей, которые рады и не единожды, а то по несколько раз приходить на наши спектакли, пересматривать и каждый раз как-то по-новому что-то новое находить. Большое им за это спасибо. Ну, кстати, кто осуществляет да, эту постановку, режиссер Дмитрий Викторович Бурханкин, работает с театром впервые. Как удалось привлечь? Да, действительно, это у нас первый опыт. Давно мы хотели как-то разнообразить какую-то, скажем, новую струю именно в режиссуре. Чтобы было понятно, театр, он, образно говоря, ну вот приходите вы в ресторан, есть меню. Оно не может быть однотипным и все одного вкуса. Это все-таки должно быть разные какие-то вещи, блюда и так далее. В театре то же самое. Все спектакли, они должны быть похожи друг на друга. Понятно то, что какие-то спектакли там из-под, скажем так, пера одного мастера, они где-то похожи, но это все равно режиссер, он старается искать какие-то, ну, другие подходы, распределение ролей, как-то занимать других разных актеров и так далее. Здесь все-таки, когда приходит новая постановочная команда, она все равно задает какой-то другой темп работы, какую-то другую атмосферу, другую окраску. Интерес актерский, конечно же, есть сразу же, в зависимости от того, какая атмосфера, какая обстановка в репетиционном процессе и так далее, и так далее, и так далее. И постепенно складывается, так, скажем так, из кирпичиков или как из мозаики, да, или как пазлов. Постепенно картинка собирается, и мы получаем материал в формате спектакля. Очень надеемся, что эта постановка будет интересна как нашим актерам, нашим производственным цехам, так и впоследствии зрителям, конечно же. Ну вот об актерах, кто сыграет главную роль, кто у нас будет Мишей Бальзаминовым, ну и вообще как отбирали актеров? Не сильно я всегда люблю презентовать и говорить, вот это сыграет этого, это от этого. Все-таки как-то всегда хочется, чтобы какой-то сюрприз своего рода был для зрителей, но все равно у нас род именно такого занятия, что так или иначе все равно мы какую-то информацию даем там, да. Могу сразу сказать, что Бальзаминов — это у нас Александр Сердюков, известен уже по многим своим работам, актер, который является одним из ведущих актеров труппы. Вот. Не хочу открывать все рамки. Я думаю, что в любом случае это будет стильный, такой атмосферный спектакль. И самое главное, он будет именно решение классическое в любом случае. То есть это не так, что раз и с ног на голову. Нет. Приходите, увидите, оцените. Ну, тем более премьера совсем скоро. Всего ничего, 1 декабря, да. И в дальнейшем тоже в декабре мы еще несколько раз его покажем. Также вы его сможете посмотреть уже в январе месяце. На январские новогодние каникулы будет такая возможность, поэтому, в принципе, продажа откроется, можно будет заранее приобрести билет. Ну, это новогодние каникулы традиционно русский театр ставит какие-то детские спектакли. В том числе, да? конечно. Что ждать в этот Новый год? Ой, ну в этот Новый год, конечно же, будет сюрприз для наших маленьких зрителей и их родителей, потому что у нас давно такая установка, то, что спектакли именно вот дневные, это все-таки спектакли для семейного просмотра, чтобы они были интересны как родителям, так и их детей, да. Ну, сказать то, что... Хорошо, открывая опять рамки. Впервые у нас будет фантастический, скажем так, спектакль на тему всем известного автора Кира Булычева «Это тайна третьей планеты». Почему взяли этот материал? Потому что
В прошлом году у нас получился такой тандем с главным режиссером из театра кукол Нерюнгри. Мы поставили «Малыш и Карлсон». Получилось, где вот как раз были использованы приемы вот именно театра кукол. Они очень хорошо как-то у нас так получились. Такой синтез игры актеров и драматического театра, да, и театра кукол. И в итоге получился такой неплохой материал. Кстати, мы его также использовали потом еще и в «Королевстве кривых зеркал». Тоже там были определенные такие приемы использованы. Но сейчас, я думаю, то, что здесь... В принципе, здесь будет и проекция, здесь будет вот эти вот работа с куклами, здесь будет, скажем так, игра в размерах, да, где-то какой-то оптический обман, и все это будет, и превращение, и какие-то фантастические, какие-то происходящие вещи, звери, хищники, все это будет. Я думаю, то, что должно получиться очень хорошо, и это тоже будет один из таких хороших подарков новогодних для семей, для детей, для родителей, для всех. Ну, что в Бабушек, целом? дедушек, для всех. Что в целом театр готовит на Новый год? Ну, естественно, то, что, как и в любом учреждении, тем более где вот массовость такая, да, зрительский интерес, народ ходит, причем большое количество. Конечно же, это будет антураж, конечно, это же будет новогодняя атмосфера, конечно же, это будет какая-то декорация. Все это будет, мы постараемся сделать очень такую новогоднюю, чтобы вот именно вот ощущения Нового года, они присутствовали у всех, как только вы появляетесь у нас, не говоря уже в самом здании, то подходя уже к нему, уже будет понятно, что вот он, Новый год, он уже либо уже наступил, либо только вот где-то уже вот эта вот атмосфера, да, вот где-то на флюидах, вот это ощущение праздника Нового года, оно будет в любом случае. Вот такой вопрос касаемо тоже внутренней кухни. Вообще, сколько времени уходит, да, на подготовку костюмов? Кто над ними работает? Ну, это всегда по-разному, потому что, это, конечно же, это очень такой долгий процесс. Почему? Потому что, ну, понятно, что можно просто взять тройку одеть, да, а можно очень долго готовить там, я не знаю, скафандр, да, если вы обращаетесь к предыдущей теме наших спектаклей, или же какой-то исторический пошив костюма, да, то есть там и обувь какая-то, она вот определенная, там, ботфорды, или там на высоких каблуках с пряжками какие-то туфли, или же там, я не знаю, там, вспомним гангстеров, там, ну, понятно. То есть это все, либо это историческая обувь, либо это историческая какая-то фурнитура, соответственно, в самом костюме, шляпы. Это все, конечно, это время. Большую часть здесь уже собирает это наши цеха, швейный цех, он у нас мастерицы еще те, поэтому, конечно же, это всегда видно, что скрупулезно составляется, делается каждый костюм. Где-то добавляют что-то, бутафоры тоже делают, конечно, это все составляющие костюма. Вот. Что-то приходится заказывать, потому что, ну, к сожалению, не все можно купить, не все можно на месте сделать, изготовить. Ну, это так. Ну, театр, да, все мы понимаем, что это одно из старейших искусств, да, можно сказать, классическое искусство. А вообще, как вы относитесь к использованию каких-то, может, современных технологий? Очень хорошо. Используете, внедряете, или все-таки вы привержены, внедряем. может быть, каких-то классических вещей? Вы знаете, это уже не секрет, это не новость, то, что в театре тоже используются ноу-хау, какие-то новые приемы технологические, да. Вот как я говорил, то, что проекция, то есть картинка, подаваемая через проектор на какую-то, ну, будь то экран, если самое простое, да, будь на какую-то поверхность, это уже не новость. Буквально не так давно начали уже использовать проекционную сетку, да, для создания объема картинки. Ну и как бы оживает какие-то картинки, там, когда идет, допустим, проекция на задник, да, когда сменное какое-то действие какое-то происходит, то ли там ты в городе, то там в машине едешь, летишь в самолете и так далее. Утрирую сейчас. Но это то, что касается проекции. Также и очень много световых приборов сейчас, всевозможных, которые тоже делают эффекты. И это горение огня, это и вспышки, это взрывы, это, естественно, это дым, стель,
двигающийся или туман какой-то, да, то есть это все используется, естественно, для ощущения, это все только на то, чтобы ощущение именно происходящего на сцене только усиливалось, да, это все рассчитано, конечно же, на зрителя, чтобы получить максимальные эмоции от увиденного в зрительном зале. Ну, поговорим о современном состоянии русского театра. На что сейчас, да, сделан упор, к чему стремитесь? Ну, несколько, конечно, он такой общий вопрос. Мы много к чему стремимся, мы хотим много чего, и это всегда так, и это было бы плохо, если бы мы не хотели там обновления там, звуковой аппаратуры, световой аппаратуры, там, механики сцены. Там, хотели бы мы там принтер 3D, там, чтобы там бутафорию какую-то там дополнительную делать, или там проекцию так, чтобы там просто был лазерный проектор, и видимость была вот при таком свете на картинке. Много-много-много всего на самом деле. Самое главное, естественно, это и человеческий ресурс, потому что дефицит кадров – это болезнь сейчас, по-моему, у всех. Конечно же, это цеха производственные, самое главное, потому что найти тех людей, вот именно профессионалов своего дела, будь то монтировщики, да, сцены, или же это художники, декораторы, бутафоры, осветители, контентщики. Ну, сейчас масса профессий, парикмахеры, пострижеры, то есть гример. Это много всего. Это так вот сразу даже, я, может, кого-то сейчас и упущу. Но это всегда, конечно же, это и дефицит, к сожалению. Но ищем, обучаем, находим. Ну, вообще, для театра Пушкина, как я понимаю, да, на первой строчке в репертуаре всегда стоит Пушкин. Вот чем порадуете в новом году, в год как раз-таки 225-летия со дня рождения? Нет, это хорошая ассоциация, то, что если театр Пушкина, значит обязательно Пушкин. Это здорово. На самом деле мы Пушкина, вот то, что касается детского репертуара, в свое время переставили, по-моему, все. Вот. То, что касается вечерних, ну, в принципе, даже вот сегодня у нас идет спектакль «Барышня и крестьянка» сейчас на сцене. На той неделе буквально у нас «Капитанская дочка» уже, которая идет с 16-го года, с юбилейного нашего 125-летнего. И, естественно, конечно же, мы не оставляем наше все Александра Сергеевича Пушкина, аса Пушкин, действительно ас, пускай, хоть это было очень давно, но тем не менее его произведения, они ставятся, они интересны для зрителя. И в прошлом году мы сделали такой демо, скажем так, проект. Все-таки мы замахнулись на Руслана и Людмилу, да, сделали часовую такую постановку. Естественно, это не весь материал, но, по крайней мере, мы показали, в каком направлении мы хотели бы доделать и поставить. И мы очень надеемся, и в принципе это у нас в планах стоит, что в следующем юбилейном году Александра Сергеевича, 24-м, мы все-таки добьем до конца и 6 июня презентуем полностью весь, как мы видим этот проект, весь материал Руслана и Людмилы у нас от начала до конца должен появиться 6 июня. И я думаю, что это будет очень хороший подарок, опять же, для наших зрителей. Ну и опять же, это перед нашим Александром Сергеевичем мы как-то вот будем честны и скажем, что да, чтим, показываем, читаем и планируем, самое главное. Ну, безусловно, это, наверное, один из крупнейших проектов, который будет летом. Вот какие еще спектакли ожидаются в новом сезоне? Очень много. Мало того, как бы театр, он все-таки живой организм. Ну, исходя вот даже вот из событий последних лет, все равно как-то пересматриваются и планы, и материал, который, может, даже планировался сначала, он может и поменяться, и произойти какая-то лакировка. Но на сегодняшний день можно сразу сказать, что у нас будет приезд как новых режиссеров, с которыми мы еще не работали, так и тех же режиссеров, с которыми у нас уже был опыт работы, и довольно-таки неплохой. У нас и приедет опять Ярыш Борис. Последнее, ну, фактически это его сначала было наше знакомство с ним, это «Женитьба Фигаро». И в принципе,
насколько мне известно, даже вот сейчас вот на этой неделе, на следующей неделе стоит этот спектакль, и у нас уже билетов нет. Да, ну, понятно, что хотелось бы нам еще раз поработать с этим режиссером, и буквально вот в следующем году, ну, ориентировочно, это уже в марте приступим, и где-то в мае, скорее всего, мы покажем новый спектакль. Вот, пока не буду открывать рамки, что это, как это будет комедийный материал. Вот, в дальнейшем там тоже с ним же еще планируется еще постановка еще и детского спектакля уже получается, к новогодней истории, то есть в конце года следующего. Вот, помимо всего прочего, у нас должен приехать Гранов Владимир Витальевич. Мы с ним еще не работали, это нижегородский главный режиссер драмы. Вот. Он интересен тем, что в свое время он был еще специалистом по пластике, по сценическим боям. Он сам по себе он в прошлом каскадер, преподаватель сценического движения, причем очень серьезный, который практикует до сих пор не только в России, но и за рубежом. Он очень сильно как бы востребован, приглашается и на мастер-классы, и на постановки в том числе. Вот. И вот как-то вот так получилось, что мы решили с ним начать сотрудничество, и в январе он должен будет приехать, а в феврале мы должны будем уже показать премьерный спектакль. Это будет Лермонтов, это будет «Маскарад». Да, вот решили мы замахнуться. Все-таки годовщина у нас опять же будет Лермонтова. И я думаю, что это будет, наверное, правильно, то, что долгое время мы не брали этого автора. И все-таки это как-то классическая история, которая должна быть в русском театре, тем более это, опять же, это образовательная программа учебная. Я думаю, что это будет интересно не только школьникам. Ну и, опять же, надеюсь, что у нас актеры будут иметь возможность поработать над новыми образами, поучаствовать в новом материале. Думаю, это будет очень хороший опыт. Ну а в дальнейшем мы уже посмотрим, то есть как пройдет вот эта работа у нас совместная с Владимиром Витальевичем, и уже будет понятно, то есть о дальнейшем сотрудничестве с ним. Вот. Далее у нас на следующее полугодие, ну, я как уже говорил, то, что 6 июня мы вот Руслана и Людмилу должны сделать своими силами, доделаем все-таки. Но в следующем году у нас «Дети Азии». Естественно, то, что все без исключения по отрасли будут работать и будут заняты именно на открытии, закрытии этого грандиозного на самом деле события. Мероприятие большое, причем корни растут как раз из Якутска. Я думаю, что помимо этого, конечно же, будет очень много гостей. И вот, конечно же, для гостей мы будем играть фактически весь репертуар, который у нас есть в этот период. Насколько я помню, это с 25 июня по 7 июля. Так что работы у нас будет очень много. Ну а потом, конечно же, это будет вторая половина года. Я думаю, там тоже много чего у нас там будет и хрестоматийных каких-то произведений. Сейчас у нас также ведутся переговоры. Я думаю, что интересного для зрителя будет в любом случае много. Мало того, есть еще, скажем так, самостоятельные работы, которые ведут у нас и актеры, и режиссерская команда, которая у нас есть на сегодняшний день. Я думаю, что какие-то, скажем так, ну, хорошие, приятные сюрпризы для зрителя, они все-таки будут. Ну, и, насколько я понимаю, зритель к ним готов, очень рад этим сюрпризам, потому что вы уже говорите о том, что постоянные аншлаги, значит, зрителю нравится, зритель ходит в русский театр. Вообще, как вы относитесь к дополнительным показам, да? Очень хорошо. Вы знаете, в сентябре месяце, когда мы съездили в Благовещенск, у нас появились дополнительные показы. И опять же было все действительно, ну, там такое ощущение. Вообще в Благовещенске вот раз было что-то, какой-то сумасшедший зритель был. Ну, представился
приятно это, конечно, сказать, и с хорошей точки зрения, потому что когда народ ликует и не отпускает, и актеры выходят по 10, по 12 раз на поклон, и требуют, и еще, и нет, ну, реально. И мало того, приходится ставить новые спектакли, мало того, дополнительные спектакли. Мало того, если бы мы поставили, была бы у нас возможность еще, мы бы еще бы забили бы залы. И самое, конечно, удивительное, это вот отношение зрительское вот к работе актеров на сцене. Очень вот просто такое неизгладимое впечатление, когда вот у нас был второй уже показ «Барышни-крестьян», который, кстати, сейчас идет опять у нас на площадке. Финал, все, там финальный танец происходит. Выходит пацан, сколько ему, 10-11 лет, держит букет, запинается бедный на этих ступеньках, поднимаясь на сцену. Проходит, там танцевальная идет окончательная такая зарисовка, и потом финальная уже часть должна идти. Он подходит к главной героине, встает на колено, протягивает этот букет, дарит ей, поднимается, идет обратно, потом уже от актрисы узнаем, он когда говорит, встал, протягивает букет, говорит: самой прекрасной женщине в моей жизни. Ну, там понятно, что, ну, пацан, все, ну, это такие эмоции, она бедная, просто вот я помню ее вот это вот, и она вроде как вот, ее эти слова настолько поразили, что она и куда чего, она вот замкнулась, включилась, и благо есть партнеры, актеры, которые под руку хватает и в танец ее, она потом как-то из этого стопора выводит и продолжает, уже выходит из этого на поклон, на финальную часть, все. Ну, вот такие вот эмоциональные моменты, они есть. А когда играли «Я буду ждать», это, то есть история это вот придуманная Сергеем Ацагида и Аней Дячучуровой вместе с нашим главным режиссером, с Андреем Габышевым. Эта история, она, в принципе, выстроена на песнях группы «Браво». Она такая, какая-то такая вот атмосферная, такая вот ретро-шлягерная. Но когда на одном дыхании проходит фактически оба акта. И на конце второго акта, уже ближе к финалу, я смотрю, уже вот зрительницы, которые сидят, они уже скакивают, потому что у них уже столько эмоций, это так переполняется. И начинает где-то в коридоре, там в переходах этих между рядами танцевать. К ним подключается, подбегает еще там другая, все, потом давай поднимай, начинает поднимать все, это не сумасшедшие люди, это реальные зрители, вполне адекватные, которые есть. Они вскакивают именно от того, что вот эмоции их переполняют. И тогда думаешь, как здорово, что вы приехали, как здорово, что есть такой зритель, это что так принимает. Это вот, я не помню, в прошлый раз, когда мы приезжали, Благовещенске всегда очень благодарная публика, и она тепло встречает, все. Но как-то вот такое ощущение было, что сдержаннее. А здесь вроде как уже знает, кто приехал, и здесь как-то так все, была, не была, и понесло. Нет, очень приятно, очень, скажем так, вся труппа, весь коллектив, который выезжал, они, конечно, зарядились до такой, просто вот как батарейки, просто вот положительной энергией. И у нас сентябрь вообще был весь в разъездах. Чувствую, что до этого мы были в Мирном, у нас просто как бы по программе всегда эта поездка где-то в район республики и по возможности, конечно же, выезд и за пределы республики. И здесь так получилось, что у нас в Мирный сначала, а потом Благовещенск. А здесь на площадке у нас было аж 3 коллектива. Это Мирнинцы, это театр кукол Миринги и потом Амурская драма приехала как раз. И получилось так, что и мы выехали, там праздник устроили, и здесь тоже для зрителей был просто, ну, вообще вот все, что хочешь, на любой вкус. Конечно же, сентябрь был очень хороший. Я думаю, то, что это как катализатор фактически вот такой вот был первый месяц. И дай бог, чтобы у нас вот весь этот 133-й сезон театральный так и прошел. Вот на таком азарте, на таких эмоциях, на каких-то положительно заряженных таких вот вещах. Ну и благодарным зрителям. Ну, наверное, для актера это одно из главных, может быть, если не главное, это когда зритель испытывает живые эмоции, как-то реагирует живо на спектакль, да, то есть
открытыми своими эмоциями, действиями, движениями. Вообще, как актеры относятся к тому, что, например, зрители могут прийти на спектакль в джинсах, какой-то повседневной одежде. Дресс-код пошел у нас, да? Дресс-код, да. Вот как относятся к этому? Важен ли для актера дресс-код? Или вообще что для актера важно? Какой зритель, может быть, он больше нравится или подходит актеру? Ну вот чисто исторически у нас мы видели уже разных актеров и по-разному одетых, и все-таки где, в зависимости от того, где мы находимся на гастроли, все-таки это есть, ощущается. Если взять, допустим, не так давно мы ездили в Магадан, вот там мы были реально поражены, удивлены. Потому что там вот все-таки вот, абсолютно все зрители, будь то дети со школ приходящие, да, или вот уже такая, уже более такая статная возрастная публика, да, вот это вот ощущение трепета, когда заходят, скажем так, зрелые дамы, а у них перчаточки, да, они прям вот все, у них шляпка такая, вот они там прям вот, у него образ такой законченный, завершенность такая, не в джинсах. То есть они пришли в театр, для них это что-то вот такое, это праздник. Такое было, такие, есть такой, и такой зритель и у нас есть. Джинсы, да, ну конечно, а как без джинс? Сейчас это, ну, просто нужно отдавать должное, то, что все-таки время не стоит на месте, все-таки поколение меняется, восприятие это тоже как бы меняется. И сказать, что джинсы это плохо в театре, это, ну, как посмотреть. Самое главное, я все-таки считаю, то, что, конечно же, ну, определенная этика присутствия, да, в зрительном зале и во время просмотра, и во время антракта, перед спектаклем. Она должна быть, но это, если здесь заложено, да, то оно и будет всегда. Без разницы, как ты там одет, ты не одет. Ну, конечно, всякое бывает, да, и не одет в том числе, потому что всякое мы видели, как одевается, и, извините, что как будто с клуба откуда-то, вот, или в клуб, наоборот, идут, да, там совсем другая история, совсем, ну, понятно. Все-таки я думаю, то, что если дано, то дано. Этика все равно она присутствует. Конечно же, с молодежью сейчас очень сложно, потому что сложно, когда ты выходишь, у тебя там очень серьезная картина, сейчас там ты там... А там комментарии идут, еще и тебе и помашут, еще и фотографии, селфи сделать. Такое тоже бывает. Но стараемся как-то доводить, объяснять, обучать, работать с преподавателями, как-то, ну, чтобы какие-то вводные были истории. Вот у нас сейчас с недавних пор мы опять начали совершать экскурсии по театру, да, то есть объяснять, показывать музей, то есть историю театра рассказывать, соответственно, потихонечку как-то приучать, что хорошо, а что плохо. Вот как вот в учебнике, да, вспомним Маяковского того же, да. И это все есть, это все как бы, я думаю, то, что сказать то, что это плохо, я не скажу. Просто это либо дано, либо не дано. Вот и все. А если человек хочет идти в театр, его тянет к театру, и он хочет смотреть, я думаю, он по себе уже как бы готов к тому, чтобы прийти не в рваных там джинсах, да, а все-таки какая-то, ну, эстетическая составляющая, она должна присутствовать у него во время похода в театр. Ну, это мое вот чисто мнение, и от того, что я вижу, по крайней мере, как у нас в городе, так и на выезде где-то. Вот вы озвучили, на мой взгляд, действительно правильную мысль о том, что поход в театр — это как поход на праздник, поэтому действительно это в первую очередь уважение к артистам. Если ты выглядишь хорошо, придя в театр, это же ощущается, воспринимается, и, соответственно, отношение подобающее. Вот в 2020 году ваш театр направил на обучение 5 ребят в Щукинское театральное училище. Как сейчас проходит обучение, как вообще удалось наладить ли тесные контакты, может, связи с одним из ведущих театральных вузов страны? Ой, ну вы знаете, у нас все хорошо, слава богу, с Щукинским театральным институтом. Мы в очень хороших взаимоотношениях с его ректором, с Князевым Евгением Владимировичем. Уже долгое время мы с ним дружим. Мало того, вот, да, действительно, в 2020 году ребята у нас поступили, поехали на целевое обучение.
И буквально в следующем году они должны уже с дипломами вернуться к нам. Мы, конечно же, ждем именно завершения, скажем, нашего сезона и их приезда просто с большим трепетом и каким-то определенным волнением, потому что все-таки это одни из первых наших вот новых, молодых, обученных специалистов будет, потому что до этого у нас как-то получалось, мы все либо привозили, искали где-то, да, либо вот у нас, ну, последние ребята были из Айгики, да? А здесь все-таки это, скажем так, институт с большой историей, это с определенными традициями. Все-таки это та самая, вот такая олдскульная такая работа преподавателей в этом институте. Я думаю, то, что, ну, это как-то какой-то виток, какой-то новый, скажем так, глоток воздуха для театра он должен быть. Мало того, мы сейчас еще буквально вот через какое-то время должны объявить набор на вторую уже театральную студию при театре, из числа которых потом ребят мы будем иметь возможность направить также на целевое обучение. Вот, и я надеюсь, что все у нас удастся, все мы найдем, получим. Вот буквально через какое-то время мы дадим объявление по информационным всем нашим ресурсам. И я думаю, что у кого-то, вот как раз кто-то нас сейчас, может быть, услышит, увидит и будет, скажем так, новым актером или актрисой. Почему нет? К сожалению, наше время подходит к концу. Александр, большое спасибо за интересную беседу. Пожалуйста. Закончим на такой теме, можно сказать, светлого будущего новых артистов театра. Конечно, желаем вам побольше благодарных зрителей, ну, конечно же, очень интересных постановок для Стоп, всех, для нас. секундочку, специально вот для вас на новую постановку на «Как Миша Бальзаминов за счастьем» ходил как раз. Я думаю, что будет, найдете возможность, придете. И потом, я думаю, что у нас будет возможность еще раз поговорить и не только об этом спектакле. Большое спасибо. Обязательно посмотрим и, конечно же, потом обсудим. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Сергей Михедов. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия во всех деталях.